Всех приветствую. Я снимаю. Алло. Кто сейчас на прямой эфир, напишите сперва. 3 человека уже есть. Пожалуйста, напишите, кто вы такой. Я знаю, что они могут сейчас, кто смотрит, у нас население смотрит сейчас. Я знаю. Пусть смотрят. И пусть узнают, что за что и о чем будем говорить, что меня хотят угрожать по СМС. А сейчас пока хочу набирать именно телезрителей. Очень хочу. Привет, Андрюха. Но пока сейчас не хочу торопиться. О чем будем говорить про угрожать хотят меня по СМС пока. Это недавно. Какое число? Это СМС написала мне 13 декабря 2024 года. Пока сейчас немножко паузу поставлю. Извините, что о чем будем говорить. Пока по СМС, то, что у меня название написано, что меня хотят угрожать по СМС только. А откуда я, и где я, и в каком регионе, какой России, это все на описании, все написано у меня, откуда я. Пока что. Итак, пишите комментарии, пожалуйста. Первый вы, сейчас пока 9 человек. Хочу набрать сколько надо, чтобы по всему миру, по всему региону, по всему России знали, что как они способны так меня унижать по СМС. Самый простой человек, неизвестный. У него телеграмме, на моем телеграмме он писал СМС.
хочет расправить. Матом сперва она написала, он таки написал мне. А хочет потом расправить моим здоровьем, хочет угробить здоровье мое. Но если вы сейчас пока никто не верит в мои слова, по СМС, конечно, сразу узнаете. Но там у него название, конечно, кто он, пока неизвестно. А который раньше, в этом году, тоже написал, это известный, да, это наше население, он живет недалеко от меня. Он написал, конечно, по коме, но если вы тут кто-нибудь по коме понимает, могу вам сейчас показать на этом, видите, СМС. Все равно не поймете, кто не понимает по коме. А вы только понимаете по-русски, да? Хорошо. Но это я могу перевести, что он написал по коме. Но это вот, который СМС написал мне в этом году, 17 мая, он написал мне, хочет мою руку отрубить. Вот у него ущерб, я трогал ему браконьерскую сеть. Вот за это он написал, что хочет отрубить мою руку. Но это уже участковый еще собрал протокол, написал, и их, конечно, заявление, конечно, они получили. А про вот, который 13 декабря, он написал мне, 13 декабря. Это самое... Не ожидал, что он так способен мне писать про мат. Я просто не ожидал, да? Вот который он написал мне, если вы поймете, это по коме написано. Если не можете перевести по-русски, и вот этот, который я вам показал, обязательно паузу поставите, сохраните и нажимайте скриншот. Это самое простое. Кто меня сейчас поддерживает, это самое главное, чтобы поддержка была. 1 лайк уже есть, и 7 человек сейчас смотрят. Слава. Глеб, привет. Слава России. Так. А дальше вам еще покажу. Это самое нелюбимое слово. Он написал мне СМС. Вот сейчас вам покажу. Все лично вам. Пока сейчас зрители пока 7 человек.
Вы не представляете, что он написал мне 13 декабря 2024 года. Так. Я хочу заранее сказать на экран, не упадите, что он написал мне смс. Сейчас вам покажу. Вот, пожалуйста. Он написал мне на телеграмме. А на телеграмме я сразу же их блокировал. И это, которое он написал мне смс, сразу сохранил на скриншот. Так, ребята, пожалуйста, прочитайте аккуратно. Но заранее вам скажу, не упадите. Но кто-нибудь прочитал? Напишите комментарии. И вот еще он написал, вот видите, смс. Еще раз показываю. Прочитайте аккуратно. Нет, сейчас хорошо видно вам. Ну как вам? Напишите комментарий. Это я несколько раз вам показывать буду.
Ну как сейчас слышно вам? Дорогие друзья, напишите комментарии, сейчас слышно вам. Дорогие друзья, напишите комментарии, сейчас слышно вам. Так, сейчас Вуль Радио написал мне, да, но это, слава богу, что звук у вас есть. О чем речь буду вам говорить? Вы знаете, что название, что написано? Меня угрожают по СМС, пока. Неизвестный человек, а может и известный наш население, может быть, возможно. Но вы сами видели, что написано. Он хочет расправиться своим матом, хочет мое здоровье снять, и он хочет приехать, может он тут, а может уже я знаю и чувствую, кто он. Я чувствую, кто он такой способный так написать мне СМС. Вы не представляете, вот это СМС, это отправится куда? Следственный комитет. Обязательно. Видите, как меня пугают своим СМС? Перед наступающим, вот Новый год скоро будет. Сегодня уже 20 декабря 2024 года. 11 дней осталось. С тобой. Представляете? Это видео отправится в Следственный комитет. Конечно, который он написал не только СМС, он написал мне по записи своим голосом, написал он СМС. Представляете? Так, пожалуйста, напишите комментарии и вопросы пишите. А кто упал, извините, что я способен такие вот СМС вам показать. Он написал мне, хочет угрожать своим СМС по телеграмму. Это живой звук даже, живой звук, живой запись. Это отправится в Следственный комитет или участковый. Я думаю, это лучше отправлю или вызываю участковый. И все это СМС пусть прочитает.
Вы не представляете, за что он угрожает? За что? Это не украинский, это не российский, это у нас население. Он, по-моему, из города, а проживает на этом. У нас население. Он тут, население, сейчас. Пока отдыхает. Пусть отдыхает. Дорогие друзья, очень прошу вас поддержать мой канал и будьте внимательны, будьте послушными. Это правдивый прямой эфир, который он мне написал смс. Сейчас вам название, у него название контекст вам показываю. Так, будьте прочитайте аккуратно. Вот у него название. Это он написал матом. Вот и у него имя такое, неизвестное имя. Он написал мне 13 декабря. Вот. Ну что скажите, ребята? Как вам удобнее? Кума, то есть, еще раз повторяю, я нахожусь в Республика Коми, Коткоротский район, деревня Вылин. Если не можете знать, где это находится, можете посмотреть на описание. И, пожалуйста, мне напишите на Телеграм. У меня Телеграм есть. Только напишите смс сперва, кто вы такой, а потом с вами общаюсь свежим голосом. Можно по телефону, обязательно, я с удовольствием согласен. А если неизвестный мне позвонит и будет угрожать своим
неприятные слова, пусть позвонит, номер будет сохранено, и обязательно участковый и это все отправим. И пусть участковый еще разберется, кто он такой. Вот. Это неправда. Алиев, это неправда. А что участковый я могу сказать? То, что я участковый, то, что я им сказал, что это оставшиеся деревья, которые я дрова вчера привез. Участковый мне сказал, что это разрешено, это не в лесу, это все в кустах, когда после половодья осталось деревья. Вот и так и участковый мне сказал. А ему, участковый, я сказал, что который вчера заявила она, про распиловка дрова, что я распилил деревья в лесу. Это чистая неправда. Это лживая соседка выдумывала. Выдумка. Это была выдумка вчера. Я сегодня тоже побывал, распиловка дрова, тоже привез туда. Все молчат, вот сейчас у нас соседние, потому что они вот такие, сейчас у них вот такие крыша поехала у них, потому что это у них выдумка. Вот. А который вот участковый раньше, вот, если кто-нибудь не смотрел мой прямой эфир, хотел в мой дом ворваться, это подозреваемый уже участковый написал, чтобы он сюда никогда не приходил на мой участок. Да, стекло разбитое. Вызвал, конечно, участковый. Как разбил стекло, на следующий день, это было 12 декабря, ночью он разбил стекло на верандах. А 13 декабря вызывал участкового. А что сказал? Главное, что подозреваемый уже есть, кто он такой способен все разбить мою веранду своим драндулетским бураном даже. А он даже порезал руку, по-моему, ладонь, по-моему, он порезал, наверное.
Он сейчас уже ходит, я видел его. А раньше, 20 лет назад, тот же он, который хотел ворваться в мой дом, он угнал мой Запорожец. И тот же он хотел ворваться в мой дом. Хотел мое здоровье разбить. А про это сегодняшняя речь, вот сегодняшняя речь про СМС написал матом. Представляете? Угон это был Запорожец из гаража. Самый любимый Запорожец был 20 лет назад. А может и больше. А это про это, который угнал мой Запорожец, тоже участковый принял на протокол. А кто угрожает? Пожалуйста, у него названия нету. Могу еще раз показать. Сейчас, подожди. Так, аккуратно читай, Алиев. Сейчас вам покажу. Вот у него неизвестное имя. Вот прочитайте тоже название. А СМС написал вот. Алиев, ну как, прочитал? Там дальше еще. Ну что? Алиев, ответь мне. Да, голосовая сеть. Но Юрий, я откуда? Посмотри на описание, откуда я. Республика Коми, Коткоровский район, деревня Выльев. Это северный край. А по голосу пока я не буду вам.
Но генерал, кто это, коми? Но у нас город Сыктывкаре, губернатор уже новый. Юрий, обязательно обращаюсь. Спасибо за комментарий. Обязательно я обращаюсь в полицию. Пишите, пишите. Я буду вам отвечать. А я буду музыку слушать. Вот такой у меня музыка. Алиев, голосовые ключи пока не могу. Почему? Потому это только будет слушать участковый. Потому что сейчас он в прямом эфире смотрит и слушает мои... И он может расправиться сегодня. Хочет, наверное. Только я после, когда участковый еще это разберется, вот это что, потом вам показываю. Но, конечно, ты один, но надо общаться с вами отдельно. Это очень мало. Очень мало. Очень хочу много. Чтобы миллионы, чтобы смотрели мой фильм, что они способны меня угрожать по СМС. Представляете? А сейчас пока 3 человека, это очень мало.
А что рассказывать? Я уже почти рассказывал, что они способны так вот. Представляете? Вот тобой на глаз, вот сейчас, на прямой эфир. Они так способны писать мне такие слова. Представляете, это все, вот это все, что он способен такие слова написать мне. Представляете? Он приехал уже 13 или 14 декабря. Потому что он пьян был. Из-за этого такие слова он писал. Погода нормальная, суровая. Сейчас немножко потеплее стало. А утром было 25 градусов мороза. А сейчас немножко тепло стало. По-моему, сейчас 19 градусов. У нас мороз. Вот вам показываю еще раз. Администрация почему дает? Только покупай, деньги если есть, купи сколько хочешь, сколько надо на дровах. Но я вам скажу, что немножко экономим на себе, чтобы вот такие дрова осталось очень много у нас на реках после половодья. Очень много. И даже соседние, они мои, вот не только мои, вот сняли мои любимые сухое оставшие деревья, отняли, но пусть отняли, пусть распилили свои дрова, пусть они свои забрали мои любимое место, пусть. Зато будет чистая природа. Нет, по инвалидным бесплатно, нет. У нас все платно. Платить надо на администрацию. Потому что у вас может другая администрация вас может доверяет, а у нас нет, наоборот. Только немножко социальный они выручают немножко, чуть-чуть. А по инвалидности нет. Я даже обратился, только не по телефону. Вчера была прямая трансляция наш президента.
Только я ему написал СМС. А вы сами знаете, вчера было вопросы, сколько там было? 2 миллиона. Представляете, 2 миллиона вопросов для Путина. Представляете, видишь, как много. Вопрос про мои инвалидности. Еще, чтобы пенсии вот повышал достойно. Вот это про вопрос написали ему. Я прочитаю по порядку. Да, природа, конечно, беречь им. Конечно, природу надо беречь. Именно вот, когда будет весна, и на поле сухая трава, это тоже вот беречь надо. Это самое вот не очень безопасно. Именно весной. Помогаю, конечно, лесничество, лес сажать, конечно, помогаю. Это, да, я помню, 5 лет назад, только не тут, а у нас, я побывал в городе, город Сыктывкар. Там немножко сажал деревья. Как раз они, это был праздник, который лесничество, там огромное поле, и там очень много народ. И как раз я попал сюда, и несколько молодые сосна посадил. Это все благодаря, конечно, чтобы вырастить такие леса надо. Возрождать очень надо. Хорошо. Хорошо, я выключил ноутбук. Все. Привет. Откуда я? Республика Коми, Коткоровский район, деревня Вылев. А где я проживаю? У нас на другой берег, который когда-то был пожар в лесу.
Там сажали деревья, там немножко сажал. Это, по-моему, уже много лет уже прошло. Где-то 15 лет надо, по-моему. Даже больше. Было у нас в лесу пожар. Немножко, но не знаю, сколько гектаров, не помню. И там сажали деревья, да, конечно. Привет, привет, Лариса. Лариса, конечно, разобрались. Подозреваемый уже есть, кто разбил стекло. А какие планы у меня Новый год? Буду отмечать дома один. Может быть. Возможно. Если ничего не... Если... Алиев, если со мной ничего не трутится, может, в город поеду? Может быть. Но если погода еще... Как будет на Новый год отмечать? Чтобы погода, главное, чтобы было погода. Нет, пока я не женился. Пока я свободен. Нет. Елка искусственная, конечно. Вот у меня... Вот. Лариса, спасибо. Елка у меня рядом. Вот, пожалуйста. Тут у меня стоят елки. Вот, вам показываю. Зачем мне елка? Вот у меня елка стоит на улице. Видишь, сколько тут у меня елка. Зачем мне елка дома? Сейчас у нас, Лариса, сейчас у нас градусов почти минус 20 градусов. Сейчас. Да, да. Алиев, сейчас, конечно, можно украсить. У меня вот гирлянды вот тут есть. А у меня украшено, вот видите.
Все, видите. Зачем мне украсить? Вот уже все, гирлянды уже есть. Зачем? Все, праздник уже идет. Отмечать, Лариса, буду дома. Но 38 градусов это, по-моему, Якутска. Так вот. Лариса, я угадал? А. Но Республика Тыва. Но у вас Республика Тыва, это тоже вот там севернее. Но там, по-моему, ближе Якутска, да? Но если я угадал. Но на елку, конечно, гирлянды будет супер, да. А, Сибирь это тоже вот, Лариса, Сибирь это тоже вот северный край, северная точка. У вас в Сибири, конечно, сейчас московское время, по-моему, вечер. Лариса, так вот? В Сибири, да. А, видите, 17 часов у вас, да? А у нас 13 часов. Вот. Я вам показываю, у нас 13 часов. Вот так вот. Но минус 56 градусов, это уже... Как там дышите? Там вообще воздуха нету. Если минус 56, там вообще воздуха вообще нету. Но если магазин рядом, Алиев, Столонец, что делал? Кто делал? Это у нас в деревне. Но все равно вы не можете их узнать, фамилия, имя. Но они, конечно, Мишарины, Макаровы, Паниковы. У нас много, очень много. Нелегальные. Очень много. Но это совсем другая история. А хочу вот мой сегодняшний, о чем речь. Хотели меня угрожать своим СМС. Я это никогда не забуду. И никогда не буду молчать. Буду до конца бороться. И это будет самооборона. Потому что я один. И придется все самооборона. Если снова нападут на мой дом, обязательно постараюсь даже
на прямой эфир. Очень хочется, что кто такие они способны в мой дом ворваться и написать мне СМС на Телеграм. Представляете? Телеграм. На Телеграм, вот на этом телефоне, Телеграм они написали мне. Так неожиданно. Ну да, солонец это да, надо соль солить. Да, это правильно, это они молодцы, конечно. Но, знаете, соль так уже есть на дорогах, где дорожники посыпают соленый песок, и там звери ходят постоянно. Там уже соль очень много. А они ведь не в лесу, конечно, солонец поставили, а тут рядом. Они не хотят тайгу, невыгодно, а вот лось, кабан, заяц больше ходят на поле, а тайге им трудно найти. Вот за это и солонец рядом делают. Пока, Лариса. Да, Лариса, если холодно у вас в Сибири, будешь молодым. Наверное, так. А у нас тоже вот до Нового года и после Нового года, вот, например, крещение, самый суровый мороз, бывает до минус 40 градусов, бывает, было у нас. После крещения тоже было очень даже, до 45 было даже, было. Я даже помню, у меня, даже в школе я учился, 9 класс или 8 класс, было суровый мороз. Я знаю, что кабану соль не нужно, я знаю. А они высыпают осина, распилили осина, да, свежий молодой осина, распилили, и там поставили, это и есть соленец, но добавили соль очень много. На пенек поставили соль и... Да, сено у нас так уже сено есть. И поле очень огромное, и там на поле сухое трава, и в этом году мало пока снег, и трава даже видно. И, конечно, но кабан, конечно, ковыряет вот землю. Не только кабан, а медведи. Медведь что, землю, что, наоборот, ищет твои личинки. Это осенью было, осенью. А зимой невозможно. Сейчас уже полностью заморозки. У нас земля сейчас как каменная. Сейчас на улице минус 20. Сейчас минус 20. А завтра, 21 декабря, будет, знаешь, сколько? Угадай, сколько будет? Алиев. Ну, ладно, я скажу. -1. Завтра, в субботу. Представляете, сегодня 20 градусов, а завтра -1. Но если не верите, я могу показать еще раз браузер о погоде. Сейчас вам покажу.
Подожди. Да, резкий перепад. Вот. Вот это сегодня 20 градусов, а завтра суббота, вот. Вот так вот. Почему? Почему плохо? Алиев, почему плохо? Потому что сейчас климат... Климат так играет. Завтра тепло, послезавтра мороз. Что же это игра? Представляете, мы живем в севере, северо-запад. Да, я знаю, что если сильно вот перепад, сразу же завтра уже тепло, и на следующий день обратно мороз. Это да, влияет на здоровье. Я знаю. Пожилых людей, конечно, влияет сильно, что могут, да, бывает. У нас в севере, да, было. Потому что, когда летом жарко и очень жарко, плюс 35 градусов жара летом. И, конечно, влияет очень. А зимой до минус 40. Если редко вот так поднимается до минус 40, а завтра уже упал перепад минус 1. Это, конечно, влияет здоровье. Может, пожилых людей, которые он сейчас... У кого сейчас сколько лет, 80 лет, 90 лет, может 100 лет, им влияет, конечно, здоровье, я знаю. Завтра на рыбалку не хочу. Я все, пас. На рыбалку уже не буду ходить. Все, только это закрыл сезон полностью. Только буду рыбачить на следующий год. 2025 года весной буду рыбачить. Я это заранее вам сейчас расскажу, что буду на следующий год. А почему? Потому что так. Потому что сейчас лед, знает, 20 сантиметров уже есть лед, твердый лед, да? Вот лунку сделаешь, ну, на мормышке, конечно, хочется, на мормышке. У меня палатка есть, чудо-печка есть, только наслаждаюсь жизнью на мормышке. А я не люблю просто, не люблю мелкий ловить, не люблю, вообще не люблю. Хочется вот такие хотя бы, вот такие ловить. Только весной. Начало весной, когда будет теплая погода весной, буду рыбачить. Обязательно всем
заранее, даже прямые эфиры, если будет связь. Если будет. Ну что, дорогие друзья, буду заканчивать прямой эфир. Будьте здоровы, будьте вежливы, будьте дружными, не болейте никогда. Пока. Все, давайте.